Люди говорят, что молодежь стесняется говорить на гагаузском языке. Так ли это? Как минимум в университете. Ты слышишь гагаузскую речь? Ребята, приезжие из сел, между собой, да, вот еще говорят на гагаузском, но по большей части, вот, к сожалению, нет. Это где-то из-за незнания, где-то из-за, вот как вы говорите правильно, стеснения своего языка. Не у всех, но у многих это вот есть. А как ты думаешь, почему стесняются своего родного языка люди? Во-первых, им навязали такую мысль, что вам гагаузский вообще не нужен. Где вы его будете использовать? Вот я часто такое слышу, хотя мы все прекрасно знаем, что знание гагаузского языка — это возможности в тюркском мире. Вообще знание любого языка, это да. Ты становишься на ступень выше как специалист, ты становишься более ценным. Я в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда знание мною гагаузского языка помогало мне. У меня был период, когда мне приходилось по учебе жить в одной комнате с парнем с турком, и если бы я не знал гагаузского языка, мы бы общались вот, ну, максимум жестами. Но вот какое-то хотя бы вот это вот базовое знание гагаузского языка помогло нам общаться и так далее, и так далее. А как ты думаешь, почему молодежь, гагаузы, которым вот внушили, как ты говоришь, да, что зачем, некуда идти с гагаузским языком, незачем, следовательно, его изучать, почему они не могут переубедить как минимум себя в том, что это мой родной язык, и его надо знать хотя бы потому, что это мой родной язык? Потому что отсутствует вот эта вот идея национального самосознания, которая должна формироваться в ребенке с детства, с семьи. Вот это вот шапти андиакасы, да, вот правильные ценности должны быть вложены. Но что мы получаем по итогу? Молодые люди из Гагаузии, многие, не знают гагаузский язык, они не знают румынский язык, который является государственным, плохо знают английский язык, тоже очень многие, и не получают каких-то международных возможностей. И даже на русском языке говорят с ошибками. Мы имеем регион, который, по идее, имеет преимущество, простите за тавтологию, вот это вот мультилингвизма. Но по итогу мы получаем ситуацию, что за 12 лет ребенок не может выучить нормально вот хотя бы 2 языка. Почему? Это вот. Где-то изъяны есть и в самой системе образования, потому что, допустим, вместо того, чтобы делать больше акцент на разговорную речь, дети учат там биографии писателей, какие-то моменты грамматики, которые... Ну вот смотрите, давайте будем откровенны. Вот, что важнее для человека, который начал изучать гагаузский язык? Как на гагаузском называются члены предложения или... разговорные фразы? Наверное, нужно начать с этого, с разговорных фраз. Безусловно, если ребенок приходит неподготовленный, то есть он гагауз, но он не знает гагаузского языка, он не жил в гагаузской среде, а гагаузской среды, как мы знаем, в гагаузском обществе, в Гагаузии нет этой среды, потому что она частично в селах еще осталась, там, где говорят на гагаузском. Но, в общем-то, очень много маленьких детей, которые сегодня говорят на русском, и дети гагаузов не говорят на гагаузском. В лучшем случае родители говорят, что они понимают, но не разговаривают. Поэтому вот даже это понимание часто на слабом уровне. То есть они в школу приходят практически с отсутствием знаний гагаузского языка. Да. И в школе вот на протяжении, вот казалось бы, человек в состоянии за год выучить язык, да, к нам приезжают в Молдову студенты из Китая, и за год они за год, все, они знают румынский лучше меня условно. Я приду пример нашей футбольной... Андрей, ну стыдно становится, ну как так получается, что за 12 лет наши дети не говорят ни одном языке, у нас очень много хороших учителей, у нас очень много хорошо оснащенных школ, даже если программа где-то там образовательная... Даже есть фонд спасения гагаузского языка. Даже есть фонд спасения гагаузского языка, да. И все равно не спасается язык среды, звучание гагаузского языка в школах, она не воцарилась. В Гагаузии она не воцарилась. Власти не говорят на гагаузском языке. Вот, может, все это формирует? Вот эти вещи, они в комплексе и формируют эту проблему, но я считаю, что в первую очередь надо вот начинать вот с этой верхушки, и пока заседание исполнительного... Это... Да, пока заседание... Верхушка это что у нас? Руководство Гагаузии. То есть пока заседание исполнительного комитета, заседание Народного собрания не начнутся вестись на гагаузском языке, а у нас за последние, вот сколько я помню себя, 1 раз было заседание исполнительного комитета на гагаузском языке, это потом так расхваливали, что... Чудо, мы в Гагаузии на гагаузском заговорили, понимаете? То есть пока это не начнется, в Казахстане была аналогичная проблема.
тоже тюркоязычный народ, тоже очень сильное влияние русского языка. И я общался с казахами, и они сказали, ну мы в какой-то момент поняли, что мы теряем свой язык, и там началась национализация в здоровом смысле этого слова. Потому что у нас, когда в Гагаузии пытались, ну, принимали, вот если вы помните, закон о гагаузском языке, да, Помню, наши да. же люди возмущались, как это мы гагаузский-то будем? Вы что? То есть мы за русский язык держимся больше, чем за гагаузский язык. Да этот русский язык и так выучат, потому что много контента, окружающая среда и так далее. Но давайте параллельно и наш язык развивать на нормальном уровне. Но тут всплывает вопрос, который гагаузы говорят, а зачем моему ребенку гагаузский язык? Я не люблю этот вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос, как у себя, как у гагаузки, как у человека, который принадлежит к этой национальности. Я знаю, почему я говорю на своем родном языке и почему мои дети говорят на этом языке. Но у людей есть такой вопрос: зачем нашим детям гагаузский язык? Оставим это на усмотрение тех людей, которые еще не разобрались, зачем Анадили родной язык